Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Банк как гарант. Застройщик, в свою очередь, получает от банка кредит. Дольщики и застройщики начинают работать по-новому. Теперь все деньги под контролем у банка. Подробнее Рамиль Шайдулин. Стройка на высоте. Часто не замечаю, что прибор может быть уже выведен из строя и не контролирует какие-либо датчики. Почему падают краны и как предотвратить трагедии? Анна Городнова. Шумовой эффект. Как будто взрыв какой-то. Так жители по улице Айдарова почти возненавидели трамваи. О проблеме Альбины Минибаева. Бассейн мечты. В Азнакаево открыли уникальный открытый городской бассейн. Появятся ли такие места отдыха и в других городах республики, узнала Филюза Хамидуллина. Десятки спасенных жизней, сотни построенных зданий, тысячи вспаханных гектаров. У каждого своя история успеха, которая достойна похвалы. В Казанском Кремле сегодня чествовали людей труда. Медали, ордена, госнаграды России и Татарстана. Из рук премьер-министра получили 43 татарстанца. Кто они люди, вносящие вклад в развитие малой и большой родины, расскажет Лина Зинатуллина. 43 комплекта наград ждут своих героев. В зале врачи, механизаторы, химики, режиссеры, учителя. Все они из разных сфер, но каждый лучший в своем деле. Я хочу поблагодарить вас за добросовестную работу, преданность своему делу. Ваш ежедневный труд на благо Татарстана вносит огромный вклад в повышение уровня жизни в республике и социально-экономическое развитие нашей страны. Вручение госнаград в Кремле уже традиционное, но звание «Заслуженный изобретатель Татарстана» – редкость. Его получил доцент строительного университета Фарид Замалиев. Его изобретение – это новые конструкции с комбинированием материалов. А вклад осязаемый видим. Это то, как сегодня выглядят Национальный музей, ЖД вокзал в Казани и еще много исторических зданий. Желание по-прежнему одно – помочь, чтобы наши инженеры использовали новые строительные конструкции. Их сегодня насчитывается где-то около 50 у меня, еще где-то 15 находится, Роспатента на рассмотрение. На рабочем столе в углу лежат где-то десяток, так сказать, новых идей. Семин Валерий Борисович. Валерий Семин, как и все награждаемые, своему делу отдал десятки лет. Сегодня у него на груди две награды. Первую, еще советскую, получил как руководитель комсомола, когда заканчивал КХТИ. И эту за заслуги перед Отечеством надел уже как начальник смены на заводе бутилового каучука. Однозначно, профессия, конечно, должна нравиться. Должна быть преданность данной профессии. И с годами, когда начинаешь чем-то заниматься одним, очень сложно переключаться на другое. Учитель теперь заслуженный. Гульнур Мухарлямова из Атнинского района делится радостью. В Татарстане большое внимание новым технологиям. Даже в деревнях дети знают про Иннополис и мечтают о современных профессиях. И у многих ее выпускников за ЕГЭ по физике больше 90 баллов. Если ребенок в школе получает достойное образование по физике, математике, информатике, то он может посвятить себя развитию новых технологий. Новые технологии, в свою очередь, во многом помогают облегчить труд человека. Высокие награды республики и страны – достойная степень оценки их труда. 43 лучших татарстанца не просто получили звание, они попали в большую историю успеха своей родины. Лина Зинатуллина, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Вместо долевого проектное финансирование. Сегодня в Казани обсуждали судьбу новых правил строительства жилья. С 1 июля в России вступили в силу правки к 214 федеральный закон. Теперь, вкладываясь в новые квартиры за россиян, будут поручаться банки. Как это поможет покупателям и ждать ли повышения цен, расскажет Рамиль Шайдуллин. 5 лет назад семья Яшиных не думала, что станет примером неудачного долевого строительства. Все свои деньги они вложили в будущую квартиру в доме комплекса 65/03. Мы полную сумму внесли, то есть мы взяли кредит, ипотеку, уже просрочка идет, это 4 года, или сколько, 5 лет. Без квартиры, без денег и без сроков, когда жилье будет готово. С 1 июля 2019 года таких историй больше быть не должно, говорят сторонники проектного финансирования или прямого участия банков в стройке. Теперь с этапа котлована и до сдачи дома они будут гарантировать сохранность денег покупателей жилья. Деньги, располагающиеся на эскроу счетах, застройщик получает
только в том случае, если он вводит объект в эксплуатацию и объект долевого строительства передает физическому лицу, то есть дольщику. Строить по новым правилам уже начали, пока добровольно. Через год это обязательно. Тогда застройщики прогнозируют небольшой, но рост цен на жилье. Пришел дольщик, заплатил деньги, они ушли в банк, и они там просто лежат, как на депозите у нотариуса или как на депозите того же банка, как на аккредитиве. И приходят они застройщику только после окончания строительства. А в это время он как-то должен существовать, как-то обеспечивать стройку, как-то платить зарплату и так далее. В новый проект уже включились крупнейшие банки России. Пока рабочая группа обсуждает, как именно они будут отвечать за сохранность средств. Есть вопросы и у застройщиков. Например, можно ли будет сначала строить дома, а потом продавать жилье. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Страдают и сами строители от происшествий на объектах. В этом году на стройках республики погибли 3, получили тяжелые травмы 5 рабочих. Чаще трагедии из-за падения с высоты и неправильной эксплуатации кранов. Половина из них отработала срок службы. Об этом сегодня рассказали в Ростехнадзоре. О нарушениях на стройках Анна Городнова. Мамочка, он падает! Офигеть! Многотонный кран снесло ураганным ветром. В тот июньский день шквалы ветра достигали 20 метров в секунду. Чудом никто не погиб. На месте происшествия и спустя месяц территория огорожена. У каждого крана, который работает на стройке, есть свой технический паспорт. В нем указывается, при какой силе ветра разрешается работать. Так вот, тот кран, который упал на этот дом, должен был прекратить работу при скорости ветра 15 метров в секунду. В кабине крановщика работал специальный датчик, который улавливает силу ветра. Данные сейчас исследует комиссия Ростехнадзора. В зависимости от вида крана у него свои граничные значения, которые при подходе к этим граничным значениям, которые при превышении крановщика информируют, вот я говорил, звуковой и световой индикацией. Расследование продолжается. Всего же на контроле сегодня 8 тысяч подъемных сооружений. Проверять их могут только на основании обращений, а внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой. Техника изношена. Срок службы кранов, если не указано в паспорте, 20 лет. Сейчас у нас краны старые, в Татарстане у нас более 50% кранов отработали расчетный срок службы. И после истечения данного срока все краны должны проходить экспертизу промышленной безопасности. Краны падают на стройках с завидной регулярностью. Последний случай 5 июля этого года в Высокой горе. Кран на базе грузовика завалился на бок. В апреле он упал в нескольких сантиметрах от стены гостиницы на улице Тукая в Казани. А эти кадры ЧП 4-летней давности. В Челнах крановщицу придавило кабиной. Кран упал с высоты 11-этажного дома. В этом году после экспертиз приостановили работу 4 кранов. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Не стук колеса, канонада. Именно так говорят жители дома по улице Айдарова, Казани. После каждого трамвая стык между рельсами отошел, образовался перепад почти в 3 сантиметра. Из-за него колеса стучат так, что жители спать по ночам не могут. Около 3 сантиметров перепад. И каждый день стук. Каждый проезжающий трамвай жителям дома номер 8А по улице Айдарова, как удар молотом, стык между рельсами отошел, образовался перепад почти в 3 сантиметра. Приближающийся вагон ждут с ужасом. Как будто взрыв какой-то, как выстрел. Планируют действовать это все. Уже полночи потолок глядишь. Эта проблема уже с полгода тому назад. Сначала тихо было, а потом все больше и больше. А сейчас просто терпеть невозможно. Когда город засыпает, так называемые выстрелы звучат еще громче. Окна квартиры Тамары Васильевой выходят на трамвайные пути. Тут своя шумоизоляция. Я закрываю окна наглухо, потому что спать невозможно. Подпрыгивает с такой скачок. Сначала вперед, потом задняя часть. Нестыковку в рейсах ощущают и сами пассажиры трамваев. Заявку на ремонт подавали и водители маршрутов. Такие прыжки могут привести к вынужденной остановке. От прыжка может всякое бывает. Самое страшное, что может быть? Ну, отловится, что у нас. Пока готовился наш репортаж, перепад на проезжей части устранили. После нашего звонка на место выехала ремонтная бригада. Дефект произошел из-за температурных перепадов. Разошелся стык. На место оперативно выехала аварийная бригада и успешно устранила. В данный момент
движение трамваев производится в штатном режиме. Теперь жителям дома остается оценить ремонт, насколько бесшумными стали трамваи, услышат уже этой ночью. А мы обязательно у них поинтересуемся. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, Адель Мулахметов, ТНВ, Казань. О своей проблеме жители дома на Айдарова, Казани, сообщили нам по телефону. Если у вас есть о чем нам рассказать, ждем и ваших звонков по телефону 570 50 17. Не дорога, а мучение, так говорят уже жители казанского поселка Левченко. 15 лет ждут ремонта на Рахимова. Сегодня они вышли на эту улицу по колено в грязи, но с плакатами, чтобы на них, наконец, обратили внимание. Почему не помогли ни просьбы, ни коллективные жалобы? И за долгие годы до этой дороги так и не довезли новый асфальт. Подробности далее. Нет дороги, но есть плакаты с требованием положить асфальт. Так казанцы отреагировали на ответ чиновников о том, что этот участок не включен в план дорожных работ. Я была на приеме у замглавы администрации. Он в курсе этой дороги. Он начал нам рекомендовать, может, вот мы как предприниматели тут прософинансируем данный ремонт дороги. Тогда для чего мы платим налоги? Хорошо, освободите нас от налогов. По словам казанцев, этой истории ни много ни мало, а 15 лет. Именно в начале 2000-х эту дорогу в последний раз постелили, а после, как вспоминают работники близлежащих предприятий, они вовсе забыли. Теперь здесь и глубокие лужи, и совсем свежие свалки. Кто сваливает камни, никто не знает, но большегрузы здесь частые гости. Это промзона. Работа кипит днем, часто приходится работать и ночью. Тогда добираться становится еще сложнее. Вызвать такси сюда – это целая проблема. Водители в городе знают эту дорогу прекрасно и просто отказываются приезжать. В ответ на бездорожье казанцы обратились в ГИБДД. Инспекция приняла их сторону. После подключилась прокуратура. Жильцы просят обязать администрацию через суд провести здесь ремонт. Но районные власти уверены, сначала асфальт следует укладывать у жилых территорий. Участок дороги, о строительстве которого просили сегодня участники мероприятия, является тупиковым и располагается в промышленной зоне. Жилые дома на данной территории отсутствуют. На ремонт данного участка в текущем году финансирования предусмотрено не было. В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве участка дороги, который бы соединил поселок Левченко с улицей Хлебозаводская. На карте отмечено, где будет полноценная дорога. Она выделена красным, параллельно с этим разбитым участком дороги. Так, уверены в администрации, решится и вопрос нормального заезда к предприятиям. Но точных сроков строительства новой дороги все же нет. Рамиль Шайдуллин, Адель Муллахметов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана. Вот о чем далее. Когда учеба отдыху не помеха. В общественной деятельности я уже более 2 или 3 лет. И, в общем, я нашла себя, я нашла свое дело. Для чего школьные лидеры со всего Татарстана собрались в Белярске, узнал Сергей Хайдаров. Бассейн мечты. В Азнакаево открыли уникальный открытый городской бассейн. Появятся ли такие места отдыха и в других городах республики, узнала Филюза Хамидуллина. Изучать робототехнику, пройти тренинги на лидерские качества и даже разобраться в проблеме коррупции. Сегодня в лагере СЛЭТ открылась образовательная смена. Участников 1500. Это самые активные и талантливые школьники со всего Татарстана. Как самый большой палаточный лагерь превратился в центр молодежного творчества, расскажет Сергей Хайдаров. Так каждый раз, когда заезжает новая группа, с такого флешмоба началась образовательная смена. 1500 самых активных школьников со всей республики. Все они уверены, отдых и учеба – понятия совместимые. Можно поставить цель отсрочить ее. Хорошо, я не смог в этом, сделаю в другом. Спустя час после старта смены первые мастер-классы. Каждый школьник вправе выбрать интересное для себя направление. Всего на образовательном форуме свою работу начали сразу 12 шатров. Во всех проходят мастер-классы на абсолютно разные темы, начиная от робототехники, заканчивая борьбой с коррупцией. К примеру, здесь собрались дети, которые хотят стать волонтерами. Возможно, кто-то из них уже в следующем году будет работать на чемпионате WorldSkills. Направления разные, они связаны с личной эффективностью, они связаны с управлением проектом, управлением временем, управлением процессами. Все то, что поможет им быть эффективными менеджерами и то, что поможет им личностно развиться. На личностный рост на форуме основной упор. Эльвина Сафина приехала сюда из Пестричинского района. Общественная
общественной деятельностью занимается уже 3 года, а в школе ее выбрали президентом. У лидера должна быть своя точка зрения всегда. И лидер не должен управлять, командовать, он должен вести за собой людей. Попасть сюда для школьников за честь. Эти ребята такую возможность завоевывали в течение учебного года. И именно от них зависит, что будут изучать в школах завтра, говорят организаторы. Мы не можем только навязывать то, что, соответственно, сегодня Министерство образования рекомендует в школах. Нужно всегда слышать обратную связь от детей, потому что они современные, и они являются такими же равноправными партнерами. Поэтому сегодня, конечно, мы здесь выстраиваем стратегию на ближайший учебный год. Образовательная смена здесь продлится до конца июля. Программа насыщенная, каждый день расписан по минутам. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Алексеевский район. Для них не походные условия, а Иннополис. Сегодня в IT-городе открылась Европейская олимпиада для юниоров по информатике. Сюда съехались молодые программисты из 20 стран. Девочек среди них нет. Да и татарстанцев тоже. Россию представляют ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка. Олимпиада пройдет в 3 этапа. Лидеры по баллам получат возможность принять участие в Международной олимпиаде в Японии. А тех, кто много думает, но мало говорит, подробнее мы расскажем в новостях в 21:30. То ли жираф, то ли козерог, то ли лошадь. Дискуссия разгорелась среди казанцев и гостей города. Повод – новая скульптура «Конь-страна». Ее установили на улице Баумана. В оформлении татарские мотивы переплелись с национальными идеями. Почему конь стал загадкой и о чем гадают туристы, расскажет Салават Мухаммадуллин. На голове полумесяц, шея длиной больше, чем в метр, на спине татарская деревня. Такая бронзовая скульптура украсила вход на станцию метро Кремлевская. На груди здесь надпись «Бахет Синга», что в переводе значит «Счастье тебе». Кумган – это национальное все-таки что-то, да? А вот шестеренки, что это такое? Одни гадают значение деталей на бронзовой скульптуре, другие бесконечно фотографируются. Равнодушных взглядов этот конь здесь еще не видел. Дети обнимают ноги, взрослые потирают грудь то ли на счастье, то ли на богатство. А я думала, что это козерог золотой, денежки приносит, богатство. Жираф. Ты думаешь, что жираф? Вы думаете, что это конь? Да. Не знаю, I don't know. I suppose it's kind of татарский культур. Maybe it's a horse. It's a horse, yes, of course, but... Бронзовые барсы, баянист, кураист, татарские орнаменты – все это говорит о культурном коде. Кого-то такие детали даже заставляют пофилософствовать. Вот эта надпись, она как-то дает задумываться. И над этой надписью вот эта мечеть и вот эта деревня татарская. Но такие эмоции скульптура на Баумана вызвала не у всех. Кто-то критикует ее автора за нереалистичность, а кто-то и вовсе назвал это издевательством над лошадью. Это в центре Казани, значит, должно быть, если на лошадь, значит, вот на настоящую лошадь, а не на жираф. Посмотрите, значит, вот там и шея, значит, вот такой длины, значит, вот у лошади не бывает. Копии жирафские, значит, вот, как говорится, ноги. Жирафа такие ноги. Автор произведения Рафаэль Сайфуллин из Финляндии. В этой же стране, в городе Турку, установлена похожая скульптура «Конь счастья». Связаться со скульптором нам сегодня не удалось. Номер недоступен. Мы встретились с человеком, который принимал решение о рождении на свет проекта «Конь-страна». По мнению Германа Бакулина, в своем решении он не сомневается. Символизм на основе реализма был, есть и должен быть. Закодированное иное в них сообщение, чем просто в реалистических скульптурах. Ну, я думаю, что должна быть неоднородность пространственная, должно быть место для разных авторских взглядов. Так или иначе, «Конь-страна» каждый день обретает новых поклонников. Временами на фотосет со скульптурой даже выстраивается небольшая очередь. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зияддинов, ТНВ, Казань. Городской курорт на юго-востоке республики. Так говорят те, кто посетил открытие самого большого бассейна в Татарстане. Построили его в Азнакаево. Поплескаться в воде приехали из соседских городов и даже из регионов. На строительство, покупку оборудования и создание зон отдыха потратили 60 миллионов рублей. Каково это купаться в центре города под открытым небом, увидела и узнала Филюза Хамидуллина. Теперь за летом не надо ехать в теплые края. Солнце, воздух и бассейн. Все в Азнакаево. Открытие – большое театрализованное представление. Аватары, морские герои, золотая рыбка. Главное на шоу – выступление синхронисток.
4000 квадратных метров. Есть где разгуляться. Бассейн под открытым небом. В республике такого нет. Отдохнуть и искупаться приехали из Бугульмы, Леногорска, Челнов. Были гости из соседнего Башкортостана. Нравится, вода чистая, все красиво. Было бы хорошо, если бы у нас в городе сделали такое. Прямо зависть берет. У нас в Бугульме такого нет. Этот огромный бассейн разбили на 3 уровня. В начале глубина 1 метр, а в середине чаши уже доходит до 2,5 метров. Рядом также соорудили и детский бассейн. Правда, здесь глубина не доходит 1 метра. Здесь вода намного теплее, потому что бассейн идет с подогревом. Этот бассейн ничем не отличается от зарубежных курортов. Правда, вместо песка здесь под ногами брусчатка. Раньше на этом месте был заброшенный искусственный водоем, вспоминают местные жители. О строительстве бассейна заговорили, когда появилась республиканская программа развития общественных пространств. Проекты реализовались с помощью нефтяников. Благоустроенного, с современной системой очистки. Это, конечно, большое событие. Мечта всех детей, их родителей. Такого бассейна ни в одном городе нет. Ни в Республике Татарстан, ни в Российской Федерации. Это гордость нашего города, нашего района. Поэтому огромные слова благодарности нашим нефтяникам. Воду в бассейне очищают 10 насосов и фильтров. Есть медпункт. И обязательно спасатели. Их здесь 6 человек. Наша обязанность идет то, что мы должны спасать наших посетителей, предупреждать то, что нельзя прыгать через бортиков и толкаться. На территории бассейна волейбольная и футбольная площадки. В планах расширить территорию детского бассейна. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаева. Такое же небо лишь через несколько столетий. Уникальные совпадения сразу 2 астрономических явлений сегодня ночью смогут наблюдать татарстанцы. Самое долгое затмение в 21 веке окрасит Луну в красный, а противостояние Марса позволит увидеть далекую планету в самой ближайшей точке к Земле. Как не пропустить небесный феномен и откуда его лучше посмотреть, узнала Лина Зинатуллина. В обсерватории Энгельгарта сегодня ждут сотни посетителей. Бесконечным желающим вынуждены говорить, больше мест нет. Этот телескоп 1879 года, в России такой один. Прибор, в отличие от современных, дает живую картинку космоса, а не транслирует фотографическое изображение. И сегодня редкий случай, когда даже сомневались, куда этот телескоп направлять. Марс, он, в общем-то, далеко по своей орбите от нас, то есть от орбиты Земли, не удалится. И его прекрасно можно было наблюдать вчера. И можно будет наблюдать и завтра. То есть, видимо, сегодня все-таки мы будем делать приоритетом наблюдение лунного затмения. По расчетам ученых обсерватории, тень Земли начнет закрывать Луну в половине 11 ночи. Полностью она окрасится в 23:22. В отличие от солнечных затмений, это явление смогут одновременно наблюдать абсолютно все, кто оказался на ночной полусфере Земли. Вся панорама, вся красота – это человеческий взгляд. В данном случае можно использовать бинокль, наблюдать просто подальше от города. В городе все-таки слишком сильная засветка. И мы с вами, к сожалению, с этой засветкой, по крайней мере, Марс точно будем плохо наблюдать. Марс сегодня окажется на одной линии с Солнцем и Землей. Его можно будет увидеть в разы больше в размерах, чем обычно, в виде яркой звезды прямо под Луной. Понаблюдать за затмением, так сказать, вооруженным взглядом можно будет и прямо в центре Казани. К телескопам на веранде кафедры астрономии КФУ пустят бесплатно. Но желающих, опять же, может оказаться слишком много. Узнала это из интернета. И собираюсь смотреть на кафедре астрономии. Поедем в обсерваторию с дочками, с семьей, с мужем. Слышу первый раз, но если будет возможность, посмотрю. Для нас все лунное затмение сделали. Это не просто так. Сочетание таких мощных явлений в один день – нечто уникальное. Чем не повод вместе с близкими посмотреть сегодня на ночное небо. Лина Зинатуллина, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Далее о спорте, о погоде, после чего вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска, он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Модернизация – основа конкурентоспособности и залог эффективности промышленных компаний. Современное производство постоянно развивается, отвечая новым запросам времени. Внедряются новые технологии и новые принципы работы. Повышается эффективность использования ресурсов и человеческого капитала. Казань Оргсинтез. Непрерывное развитие.
Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Заведи «Ладу» летом и выгоду получи при этом. Гранту, Весту и X-Ray. Забирай у нас скорей. Выгода до 115 тысяч рублей и выгодный кредит. Автоцентр «Парус». Подробности 5541 541. Не бывает замков без королевских башен. И без королевской крыши. Стальной бархат. Надежная металлочерепица с текстурированным покрытием. Гарантия «Северстали» 25 лет. Казанские стальные профили. 241-03-03. Bulg'ar radiosi taqdim eta 30 avgust Piramida konsertlar zalida Bulg'ar radiosining bayram konserti. Qatnashchilar Oydar Karimov, Go'zal Urazova, Donir Sabirov, Ilsiya Badreddinova, Venera Ganiyeva, Filiz Qahirov, Rishod Tuhfatullin ham Totar estradasining populyar yulduzlari. Boshlana 18 soatda bayram konsertini rahim etingiz. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Многие команды нашего города выходят из отпуска. Представители хоккея с мячом, игроки клуба «Динамо Казань» провели открытую тренировку, посвященную старту предсезонной подготовки. Состав пополнили 7 новичков. На занятиях журналистам представили еще 3 игроков, которые в разные годы выступали за нашу команду. Это нападающий Игорь Ларионов и 2 казанских воспитанника, полузащитники Денис Артюшин и Алексей Веселов. Также к тренировочному процессу с основной командой активно привлекается казанская молодежь. 5 игроков из дубля имеют все шансы закрепиться в составе. На данный момент клуб «Динамо Казань» является единственной профессиональной командой в Татарстане, выступающей в элитном дивизионе, состав которой на 50% состоит из казанских спортсменов. В этом году состав намного ровнее подобрался вот сейчас на последний момент, что это давно такого не было, что будет хорошая, здоровая конкуренция за место в составе. На каждую позицию где-то 2 хороших хоккеиста обязательно уже есть. Кто будет в данный момент сильнее играть, тот и будет играть. Россияне обыграли Катар на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани. Победа вывела мужскую российскую команду в четвертьфинал первенства планеты. 2 выигрыша в 3 матчах. Именно с таким результатом наш коллектив завершил групповой этап. Со сборной Катара игра выдалась также результативной. Ничья по итогам 2 периодов, впереди серия буллитов. На этом чемпионате мира сборная России однажды проиграла и 2 раза одержала победу в ходе послематчевых штрафных бросков. Что касается девушек, то наша сборная России обыграла команду Норвегии в основном раунде чемпионата мира. И также обеспечила себе место в четвертьфинале турнира. И в 75 лет он дает фору молодым. Махмуд Шакиров в свой юбилей не просто занимается спортом, а принимает участие в различных турнирах среди ветеранов. Татарстанский легкоатлет в свое время покорял российские и европейские турниры. Дальше воспитал несколько десятков именитых спортсменов. И даже сегодня бегает, показывая отличный пример подрастающему поколению. Поздравить Махмуда Шакирова на центральном стадионе собрались его ученики и друзья. И в такой день он, конечно же, не смог без спорта. На старт юбилейного забега на дистанцию в 3 километра вышли все, кто приехал поддержать наставника и друга. Сегодня Махмуд Шакиров является руководителем общества ветеранов легкой атлетики Татарстана. И вот начиная с 5 класса я, можно зимой почти ежедневно по 10-15 километров в Тулумбаевском лесу тренировался. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки жара в республике сохранится, но небо затянет облаками, местами возможны осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно и до 30 градусов тепла. На северо-востоке республики плюс 31, переменная облачность. На севере Татарстана облачно, местами возможен дождь. Там температура воздуха составит плюс 31 градус.
На северо-западе республики в отдельных районах возможны осадки. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. На юго-западе республики малооблачно, плюс 32. В центре республики ожидается переменная облачность, плюс 31. В последующие сутки в республике ожидается понижение температур. В Казани ожидается малооблачная погода, плюс 32 градуса. Ветер северный слабый. Атмосферное давление повышенное, 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Магнитное поле Земли спокойное. В Татарстане сохраняется пожароопасная ситуация. Будьте внимательны с огнем. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.